Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. Якутянка Вида Ефремова уже 9 лет вместе со своей семьей живет в Японии. Чем полюбилась страна восходящего солнца, зачем она занялась блогерством, какие посты вызывают наибольший интерес и в чем секрет японского долголетия. Об этом и не только она расскажет сегодня сама. Предприниматель и блогер Вида Ефремова – гость нашей студии. Вида, здравствуй. Здравствуй, Иван. Сразу вопрос такой, очень необычное имя у тебя, и сама признаешься, что именно имя определило твою будущую судьбу. Расскажи немножечко об этом. Имя свое я люблю. И мое имя дали в честь олимпийской чемпионки по горным лыжам Вида Винцени. Это была спортсменка из Прибалтики. В 1988 году она завоевала золотую медаль. И в честь вот этой талантливой лыжницы меня родители назвали ее именем Вида. Так. Помогает жить? Вначале не очень, наверное, первые 20 лет не очень помогало, потому что были, конечно же, эти подростковые юношеские комплексы и комплексы того, что ты одна Вида в этом мире, нет больше других Вид. И имя мое неправильно произносили, было, стеснялась знакомиться, говорить на публику свое имя. Вот сейчас все замечательно. За последние 3 месяца на твой блог в Инстаграм подписалось более 16 тысяч человек. В чем секрет успеха? Это логичный вопрос. И для чего тебе это блогерство вообще нужно? Секрета нет. Я с 2014 года уже веду блог, но веду блог о витаминах, здоровье и косметике из Японии. Мы, получается, 5 лет уже... У меня есть 18-19 тысяч подписчиков на том аккаунте, и получается аккаунт также, у меня был второй аккаунт, где я рассказывала просто, это был такой закрытый аккаунт, где я набирала подписчиков, и в этом году я подумала, не переименовать ли мне его и полностью личный блог начать вести только от своего имени. Тогда у меня были просто интересные факты там, о Японии, было около 5-6 тысяч изначально, так что не 16 с нуля, а вот от 5 тысяч, да, у меня вот 16 тысяч, плюс подписчики с того аккаунта подтянулись. Для чего мне этот блог? У меня большие, планы, так же, как и у всех людей, есть планы, и для того, чтобы какие-то свои цели достигнуть, мне нужна какая-то аудитория, мне нужна поддержка, мне нужны мои земляки, поддержка земляков. И блог — это некий трамплин для меня. В любом случае с подписчиками идет какое-то общение. Какие вопросы чаще всего задают? Как вы переехали в Японию? Вопрос часто задаваемый, но у него очень простой ответ: по работе мужа. Муж у меня занимается автоэкспортом. 9 лет жизни в Японии — срок, в принципе, достаточно большой, чтобы понять, подходит ли эта страна для постоянного проживания тебя и твоей семьи. Что нравится в Японии, что принято тобой, культура, традиции, обычаи, а что до сих пор, с чем до сих пор не можешь смириться, что ли? Наверное, в первую очередь это комфортная жизнь. Там очень комфортно, удобно, одинаковое время с Якутском. Также расстояние Якутск и Токио, оно небольшое, это ближе, чем Москва, поэтому за счет того, что родина рядом, мне как жителю Якутии там жить удобно. И по качеству продуктов, образу жизни уютно, комфортно, удобно, безопасно. Я могу перечислять очень много эпитетов. Это все, что я принимаю, все, что мне нравится. А то, что я не то, что я не понимаю японцев, это целая нация, она очень большая. Я не могу взять и назвать, что мне не нравится, что они такие, так не могу. Наверное, минусы того, что ты живешь за границей, это расстояние, которое у тебя между твоими родными и близкими. Я по ним очень скучаю, все-таки живое, хоть и есть социальные сети, всегда на связи, но живое эти общения, семейные посиделки — это то, чего мы лишились. А как часто удается видеться с близкими? Как часто ты приезжаешь? Раз в год точно стараемся. Сын сейчас ходит в японскую школу, уже 3 класс, и все наши поездки
в Якутию связаны с его вот каникулами. Если каникулы длинные, то мы договариваемся с учителями и приезжаем в Якутию, да. Насколько я знаю, в Японии удалось провести даже эсэх. Да. Приняли это японцы, понравилось ли им, станет ли это доброй, может быть, традицией ежегодной? Насчет того, что приняли японцы, нет, я не знаю, потому что все эти два эсэха были довольно, в обособленном узком кругу, и я мечтаю и планирую, что это приобрело более масштабный такой проект, а сейчас вот эти вот два эсэха, которые прошли в прошлом и в этом году, можно сказать, всем присутствующим понравилось, было очень душевно, по-семейному тепло, в узком кругу. Это вот все, что я могу сказать, да. Но в мечтах и в планах развиваться, делать все больше и больше, крупнее. Но это где-то на открытом воздухе, на природе проводили или в помещении? В прошлом году это было на открытом воздухе. Мы прямо на берегу искусственного острова с видом на небоскребы мы отпраздновали и станцевали наш национальный танец Агохай, развели огонь, покормили огонь, я с собой оладьи принесла. Это было, все по всем канонам мы прошлись замечательно. Рядом с нами японская молодежь сидели, отдыхали, они увидели, мы были все в якутских нарядах, они заинтересовались, что мы делаем, и присоединились к нам на наш вот этот Асохай. Они прыгали вместе с нами и наслаждались. А в этом году мы делали в помещении, потому что в июне в Токио как раз идут сезон дождей. Из-за этого нам пришлось в помещении провести. Ну вот вы говорите, что очень важна вам поддержка близких, родных и земляков. Диаспора якутская в Японии вообще существенно большая или все-таки еще мало? Диаспоры нет. Нет, есть только вот общение. Только общение по телефону, зная друг друга, то вот что вот знаем, можем иногда созвониться, но такого, чтобы мы каждый раз встречались, виделись, нет, так мы не делаем. Ну, в любом случае, проживание за границей, в чужой стране, мне кажется, невозможно без знания языка. Как обстоят у вас дела с японским, насколько сложен этот язык для изучения и насколько проще становится жить в чужой стране, когда знаешь язык? Одни плюсы от того, что знаешь язык страны. В нашем случае мы с моим супругом, мы японисты по специальности, и можно сказать, что нам повезло. Бывает то, что семьи переезжают и знают, либо муж японский знает, а жена нет, или наоборот, жена знает, и получается всю семейную вот эту суету в бытовом плане на себе берет один член семьи. А в нашем случае мы вдвоем говорим, и мы как обязанности между собой делим. Но японский язык, он разговорный это одно, а все остальное это другое. Я учусь японскому языку каждый день. Каждый день я узнаю что-то новое. И сказать, что все, я теперь могу не учить, я не могу. Вот я смотрю на вас в таком красивом одеянии. Интересно, сразу вопрос возникает, а японцы воспринимают за свою или нет еще? В толпе я смешиваюсь. Но если я подойду, начну там разговаривать, у меня все равно будет акцент. Да, он есть. Ну, Япония — это страна с вековыми традициями, с культурными, со всевозможными. Ощущается ли сейчас какое-то влияние Запада на традиционную японскую культуру? Влияние после Второй мировой войны есть большое, прям чувствуется, но традиции японцы сохраняют в очень прекрасном и первозданном виде. Могу я только лишь поклониться этому. У них по части культуры все сохранено, все замечательно, и они это очень чтят и уважают. Ну, да. Япония еще славится, Япония и японцы славятся своим бережным очень отношением к экологии. Как вы думаете, что можно было бы у них перенять, чтобы даже ту же нашу якутскую потрясающую природу сохранить? В последнее время проблема мусора волнует не только нас, якутян, но также и всю Россию. По части экологии и переработки мусора, мне кажется, японцы занимают первое место. У них, потому что переработка мусора
100% переработка, и у них это все замечательно получается. Я хочу, чтобы мы как-то этому научились, или они нас научили этому. Я смотрю, наблюдаю, пока наблюдаю, но я мечтаю и думаю, и хочу принять в будущем какое-то участие вот в этой движухе мусорном. Да. Ну, может быть, в том числе через ваш блог. Было бы очень круто и замечательно. Япония лидирует, одна из лидирующих стран в мире по продолжительности жизни и по качеству жизни. Как вы думаете, в чем секрет? Все-таки в высоких технологиях, которыми японцы просто напичканы? Или это медицина развита, или менталитет, или что-то еще есть? Это гармония и образ жизни, гармония с самим собой и качественное, хорошее питание. Больше секретов нет, потому что японцы высокие технологии они есть, но если посмотреть как внутрянку, да, жизни, этих технологий так таковых я не видела, потому что в детских садах, в японских детских садах все игрушки деревянные и тряпичные. В школах телевизора, проекторов нет, там есть здоровые, толстые Toshiba, Panasonic телевизоры, и дети счастливы, они учатся. И все такое простое, там у них тренажерный зал есть, и там такие простенькие тренажерные аппараты, да, и там все так просто, но они гармоничны с самим собой, они никуда не со всей силы не стремятся. И по показателям жители Окинавы, вот они вот являются настоящими долгожителями. По всей Японии, если статистику взять, то жители Окинавы, они вот догоняет всех и вся во всем мире по долголетию. А как живут на Окинаве, мне предстоит еще узнать, потому что там немножко другая Япония. Ну а какие бы советы, может быть, чисто бытовые вы могли бы дать нашим зрителям, своим подписчикам, чтобы хоть как-то приблизиться вот к этому японскому образу жизни, если это кому-то интересно? Уважать себя, уважать окружающих и жить в мире покоя. Ну и если говорить о близости Якутии и Японии, на ваш взгляд, в каких сферах мы бы могли плодотворно сотрудничать? Может быть, это творчество, может быть, какая-то промышленность, ваше видение? Можно все. Везде и во всем можно найти какие-то моменты, как взаимодействия, да, начиная от учебы, работы, образования, медицина, экология. Точек соприкосновения уйма. Нужны люди, нужны специалисты, профессионалы, чтобы вот нужное русло, с нужными людьми все эта встреча произошла, и будет все очень-очень замечательно. Вида, огромное спасибо вам за беседу. Спасибо, что нашла время и пришла к нам в студию. Я желаю тебе успехов, безусловно, твоего развития в качестве блогера и счастливой жизни в Японии. Спасибо большое вам, Иван. Спасибо. О жизни в Японии мы говорили сегодня с гостем студии. Это предприниматель и блогер Вида Ефремова. До встречи в эфире.